Ага. Давайте я все-таки скину презентацию одну, Лень, то есть как бы сейчас я вам и... Мгм. Я вам в Телеграм могу отправить? Так, а вы есть в Телеграм? Вот это Элша? Нашли, да? Так, куда вам на почту давайте отправлю? Сейчас. Сейчас ведете. Загрузится. И адрес ведете. Так, давайте тогда познакомимся, уважаемые коллеги, кто у нас в онлайне. Пожалуйста, напишите, откуда вы, какой запрос у вас, какие ожидания. Пока можно. Коллеги, к нам присоединились 14 слушателей. Очень важно, ну смотрите, давайте учиться тоже работать в онлайне, что вы не просто там где-то подключаетесь и как радио слушаете, да. Важно для вас, для спикера понимать и быть полезным. То есть я думаю, что вы цените свое время, и я также ценю свое время, и самое главное материал, чтобы он был полезен, а не с позиции мы это все знаем, нам не это совсем нужно было. Поэтому давайте учиться все-таки в онлайне работать и откликаться, да, то есть писать. Пожалуйста, напишите, с каким запросом вы сейчас ожидаете информацию от спикера, то есть от меня. Уважаемые участники, здравствуйте. Вот у девочки в зале у нас, которые, они как раз идут с запросом по написанию заявки. По требованиям, то есть как бы у них есть запрос именно на подачу заявок в гранты Росмолодежи. Так, ну, обратной связи не будет, я так поняла. Ну, тогда, коллеги, извините, я буду транслировать то, что посчитаю нужным, и ориентироваться на коллег, которые у меня находятся в зале здесь. Поэтому давайте тогда мы приступим к той информации, к той проектной деятельности, на которую сегодня, ну, скажем так, дополнительно вы подключились или, не знаю, впервые подключились, и будем ориентироваться на пока запрос поступивший только в аудиторию. Мы будем говорить сегодня о проектах, которые подают на участие в разных грантовых конкурсах, в том числе и для физических лиц. Вот. Мгм. Мгм. Не реагирует? Вот все? Или вы... Нет? Мгм. Да, нет, давайте вы подключите сейчас еще. Нет? А вот листает уже. Ага. А,
Смотрите, у вас явно возникают вопросы. Давайте, девочки, я буду ориентироваться на вас, потому что очень сложно, как говорится, с телевизором тоже общаться. И буду транслировать, безусловно, информацию, вот ориентир больше на ваши запросы. Да, у нас сегодня две организации представлены и два человека, которые, по сути, занимаются проектной деятельностью. Да, это вот волонтеры-медики у нас, да, и у нас направление какое? Культура? Ага, вот, молодежный центр, то есть как бы. И очень важно, чтобы те вопросы, которые возникают, это в первую очередь, смотрите, очень важно понимать на решение, какой проблемы направлено, то есть именно и направлен ваш проект. То есть самое главное, понимаем, что это человек, да, то есть как бы это человек, и человек это кто? То есть для кого вы будете делать проект? Проект на самом деле, он не пишется ради проекта. И отсюда всегда идут проигрыши в части того, чтобы непонятно, что происходит с этим человеком по итогу вашего проекта. Что с ним произошло? Да, но для этого нужно понимать, а какая у него проблема была, правильно? То есть как бы, вот получается проект это вот здесь, то есть как бы. И вот решение, на которое направлено, оно находится вот тут вот, то есть как бы. Бывает, что на решение направлено, бывает состоять из нескольких проектов, да, то есть как бы, потому что, например, вопрос, ну, например, давайте по медицине конкретно начнем, да, на что сейчас могут именно огромнейший запрос, это на информационную такую ознакомительную повестку или на превентивную медицину. Слышали же о такой как бы? Это, конечно, превентивная медицина, это профилактика. Профилактика, предупреждение, да, то есть и так далее, тому, потому что люди у нас многие занимаются самолечением, наоборот, не обращаются, у нас есть, например, остается, несмотря на то, что сложное такое время, это как ковид, да, то есть заболевание, но тем не менее у нас есть и смертность высокая от сердечно-сосудистых заболеваний. И сердечно-сосудистые заболевания мы все с вами подвержены, потому что это давление, это, скажем так, нагрузки, наш сон, наши переживания, то есть нестабильная ситуация и так далее и тому подобное. И отсюда мы видим, что и молодая смертность, и, то есть, как бы получается, возрастная, она есть именно от, у нас многие сейчас молодые люди страдают давлением, да, то есть, как бы, вот. И здесь важно, чтобы людей о чем говорить? Приучать профилактике, да, то есть, как бы, чтобы мерили давление, мерили сахар, вовремя, то есть, как бы, следили за определенными какими-то процедурами, да, то есть есть особенности увлажнителей, да, то есть как бы есть особенности природные, которые связаны, есть какие-то нагрузка профессиональная, которая... Вот тут очень важно, скажем так, информировать. И волонтеры-медики, на мой взгляд, да, могут быть вот теми, скажем так, тем связующим звеном. И понятно, что в медицине очень много направленностей, очень много запросов, но я взяла, может быть, такой элементарный, но вам нужно самое главное всегда изучить проблему вначале. То есть вам нужно сложность всегда и ошибки стратегические, которые пишутся, описывается общего характера. Что это, например, усилить, углубить, расширить во всей республике Саха-Якутия, то есть миллиардный бюджет здравоохранения не справляется, а я вот напишу проект на 300 тысяч, и он у меня точно решит проблему республики в данном направлении. Коллеги, ну, конечно же, нет. Вам нужно, очень важно понимать, что вы должны четко ориентироваться. Первое, на что? Это на территорию, да, то есть как бы территориально, где это находится. Например, пусть вы возьмете даже свое, ну давайте, даже учебное заведение даже возьмете, да, первое, или возьмете какой-то микрорайон, то есть как бы, или какое-то предприятие возьмете, да, то есть как бы не надо охватывать вашими проектами сразу спасать мир. Я еще раз говорю, есть миллиардные проекты, которые не решают социальные проблемы, то есть как бы и в культуре, и в здравоохранении, и в спорте, в образовании, то есть как бы все равно постепенно все закрывается. Но ваши проекты должны быть направлены на конкретную территорию. Еще раз говорю, сужаем. Пускай это будет одно поселение. Ну давайте, вот какое село у вас есть? Вот бы такая
Да, вот сколько там жителей живет? 1200. Мы берем конкретное село, 1200 человек проживает. 1200. Сколько молодых людей от 14 до 35 лет у вас? Ну, как у вас молодое село? То есть 700 человек – это возраст вот этих вот этой категории. Мы понимаем, что 700 вы не охватите, значит, вы будете сужаться. Вы определили конкретную территорию, да, то есть мы с вами понимаем. Второе, вы берете что? Конкретную целевую группу. То есть не надо писать с 14 до 35, хотя для села, может быть, и охват должен быть вот такой. Но тогда программы будут разные. Для 14-летних, для 35-летних, то есть это будут совершенно разные подходы. И я бы вот тут рекомендовала определять целевую аудиторию с позиции того, конечно, то есть как бы, что суммы подаем небольшие, да, то есть для того, чтобы начинать практиковаться, обязательно такая рекомендация для всех, уважаемые участники, старайтесь подаваться на небольшие суммы. То есть старайтесь делать маленькие проекты, не надо сразу делать глобальные проекты с большим финансированием и так далее и тому подобное. Эффект маленьких шагов, то есть как бы и вам важно, чтобы вы потихонечку обучались и учились вот этим навыкам и компетенциям. То есть что вам нужно? Вам нужно определить территорию. Еще раз говорю, если это город, то берем локально, пускай это будет отдельная школа, отдельное учебное заведение, среднеспециальное, то есть как бы учреждение, которое, ну не знаю, предприятие какое-то конкретное. Там есть конкретные люди. И с этими людьми нужно вначале что сделать? Конечно, спросить у них, а какая проблема? Вот когда я с вами сейчас начинала диалог, да, первое, что спросила, какой у вас запрос, да, чтобы я была вам полезна. У нас очень часто занимаются проектами, да, когда причиняют добро. Причинять добро не нужно, то есть как бы. Или, например, жалуются даже те же органы власти, когда они говорят следующим образом, подождите, мы не понимаем, выиграли проект, не принесли, не согласовали, не, то есть как бы самостоятельно вдруг они решили, что это нужно, понятно, вроде красиво все оформили, и еще выиграли, а в итоге получается, теперь говорят, ну мы же выиграли, давайте нам помещение, давайте нам то, подождите, так вы придите с нами до подачи заявки, согласуйте, что мы вам должны, можем вас поддержать и материально-технически, да, то есть как бы и информационно рассказать. Вот это очень важно договариваться на ранних этапах. Дальше, целевую аудиторию, из практики говорю, не можем собрать людей. Мероприятие выиграли, нам поставили, что к нам придут, мы так предполагаем, что к нам придут 50 человек, а извините, мы не можем кое-как 10 набрать, потому что люди не понимают, а зачем мне туда приходить, какая мне польза будет от этого. То есть как бы и отсюда получается, что мы не можем выполнить задание, да, в части того, чтобы отчитаться даже за мероприятиями, а самое главное, получить вот этого улыбающегося человечка, который не понимает, а что произошло-то, то есть как бы что для меня важно. Да? Потому что нужно понимать запрос, и отсюда исходить уже тогда формирование проекта. Ну, давайте, вот в чем у вас, вот, чтобы ну, ориентироваться предметно, мне так просто проще. Вот у вас, например, на что, ну, хотя бы ориентир, знаете, молодые люди, вот на что они ориентированы? Ага, временно, то есть досуг, да? Получается, хорошо, смотрите, вот проблема, досуг, ага, что еще, то есть как бы... То есть нет вакансий, да? Кстати, хотя мне министр вчера убеждала, говорил о том, что у нас вообще проблемы с работой нет, то есть как бы доход есть, я говорю, ну, самореализация в основном нужна, то есть как бы, а у вас, видите, вот в селе, то есть как бы нету работы по факту, правильно? Мгм. Нет работы, так, досуг, что еще? Мгм. Интернет, что еще? Девочки, помогайте рядом, кто, может быть, вы знаете, что еще? Алкоголизм. Ага. То есть, получается, люди с ОВЗ живут оторваны от общества, да, то есть как бы... Мгм.
нет доступа, да? Ну, напишем, да, досугу там или еще что-то. Давайте так. Можем ли мы с вами повлиять на решение вопросов, связанных с интернетом? Маловероятно, конечно, то есть как бы все-таки это инфраструктурно, да, мы можем поднимать инициативу, там, запрос, да, формировать больше информационно, как-то транслировать, что нам это важно, нужно, но по факту мы с вами все-таки не можем повлиять на, ну, то есть, потому что мы знаем, это дорогостоящая достаточно услуга, да, и ее нужно решать на уровне как раз правительства. Следующее, что мы можем, то есть, как бы с вами повлиять, например, на ОВЗ, люди с ОВЗ, то есть, как бы, чтобы они интегрировались в общество. Мы можем как-то, каким-то образом, проектами своими помочь? Можем, отлично. Мы это можем делать, да, это наша история. Можем ли мы решить вопрос с досугом? Можем. Правильно, то есть, как бы поискать. Можем ли мы с вами... Нет работы. Содействовать можно, тем не менее, да, то есть как бы какие-то новые компетенции показать. Сейчас же можно через интернет, ну, в том числе работать, если, конечно, решен вот этот вот вопрос, да, но тем не менее можно показать, что на дистанте есть запрос, и запрос этот можно получать не только из республики, да, а запрос можно получать из других территорий, да, ну, например, сейчас фрилансеров очень много ищут, ну, например, кто-то обрабатывает фотографии, отлично умеет обрабатывать фотографии, супер, кто-то умеет, например, делать сейчас СММщик, то есть ему информацию скидывают, он ее обрабатывает, выкладывает в интернет, да, то есть как бы в Инстаграм там и ведет или контакт, или ТикТок, то есть как бы нужны. Кому-то нужны дизайнеры, то есть делают хорошие, качественные презентации. Я сама иногда пользуюсь, когда не успеваю, понимаю, что как бы новая информация, нужно подготовиться. У меня есть на фрилансе люди, которые делают презентации, да, то есть физически. Поэтому запрос есть. Кто-то готовит поиск материала, да, то есть как бы содержит. То есть сейчас на самом деле огромный, ну, то есть как бы спрос есть на самом деле на дистанционную работу. Но нужно ребятам это показать, то есть как бы молодежи, да, какая возможность соединить им, то есть как бы быть вот этими провайдерами, да, то есть как бы, который соединяет. Поэтому частично я думаю, что возможно. Тем более сейчас можно очень развивается и набирает обороты уже дистанционный детский сад. Понимаете, есть педагоги, которые прям реально детский сад, где проводятся занятия, эмоциональный интеллект, например, да, и знаете, дети сидят уже, ну, смотрят, им интересно, то есть как бы для них пишутся определенные уроки какие-то в онлайне, выходят и занимаются. Понимаете? И образование сейчас в онлайне очень востребовано. Все зависит только, ну, скажем так, от того, чтобы можно было создать, ну, хороший хромакей, например, да, оборудовать студию, чтобы я могла приходить туда, и это, конечно, тоже можно решить проектом. И вот смотрите, определяем территорию и определяем конкретно людей. Да, то есть для кого, то есть чтобы, что изменилось, не надо брать. Понятно, что 700 человек, ну, скажем так, информировать мы можем 700 человек, это реальное, то есть как бы количество. А вот реально изменить жизнь человека, потому что вы же все слышали, качество жизни, повысить качество жизни. Давайте, что такое для качества жизни для каждого из нас. Кого-то качество жизни, если у него, извините, вместо доширака появится, ну, не знаю, кусок мяса, да, чтобы возможность была, не знаю, чтобы было ему возможность купить новую там, новую обувь, да, что зимней обуви нет. И для него это качество жизни уже повышается. А для кого-то, кто имеет такие бытовые потребности уже закрыты, они будут востребованы в части как раз вот ну, то есть новых компетенций, да, то есть как бы для него повысится качество жизни за счет того, что он получит новые навыки, сможет зарабатывать, соответственно, сможет что-то купить себе, то есть как бы, да, дополнительно. Вот, поэтому очень важно понимать, как мы будем менять состояние, качество жизни наших людей. Вот, например, сегодня, вот что должно поменяться по итогу нашего мероприятия? Вот эти 1,5 там, часа, 2, да, которые мы с вами будем работать. Вопрос, какие изменения должны произойти? Да, как проектировать? То есть вот смотрите, я постараюсь вам, почему говорю таким достаточно примитивным языком, да, на самом деле, доступным, чтобы вам было понятно. То есть первое, вы определяете четко, то есть как бы это территорию. Второе, определяете целевую аудиторию.
дальше с ними, то есть, или проводите вот как раз на территории, есть количество жителей, вы определяете, то есть как бы анкетирование проводите, проводите с ними фокус-группы, вот так собрали по 5 человек и говоришь, а что тебе важно, а тебе важно, а тебе что, а если вот такой проект сделаем, тебе интересно будет в нем участвовать? То есть собираем вот именно запрос, и тогда у вас не будет проблем с реализацией, то есть как бы вам очень важно собрать запрос. И поверьте, точно будет, ну, то есть как бы будет направлено на решение той социальной проблемы, которая есть. Соберете, например, семьи, у которых есть, или молодые люди, да, например, если для детей с ОВЗ у нас еще как-то государство активно закрывает, ну, все потребности, то 18 плюс остается огромным вопросом, то есть люди, которые, молодые люди, 18 плюс, они не самореализованы, им очень сложно, для них уже ничего нет, недоступно, да, то есть как бы вот тогда нужна вот эта вот интеграция. А что для этого можно сделать, то есть как бы здесь и, конечно, касается непосредственно вопроса, какой проект мы будем формировать. Поэтому проектное мышление, да, то есть как бы это немножечко предугадывает, да, то есть как бы пути решения. Вот здесь как раз на слайде у вас видно, я не буду зачитывать, вы можете самостоятельно прочитать, да, но по сути вы чуть-чуть стратегически понимаете больше, чем те люди, которые говорят, нам вот это надо. А как этого достичь? А этого достичь можно только через те проекты, которые вы предлагаете. Вот, поэтому старайтесь чуть-чуть, скажем так, видеть больше, чем видят ваши целевые группы. Смотрите, очень много сейчас именно, ну, таких запросов, когда кто-то говорит, хочу реализовать свою идею, у меня есть мечта. Это тоже такое возможно. Ну, например, есть мечта, ну, давайте, у кого какая мечта? Вот давайте вот у вас, девочки, какая мечта у вас? Ну, нет вообще по жизни, просто, конечно. Ага. То есть вы хотите на самом деле дать возможности открывать для нее, которые быстро в меняющемся мире, как говорится, трансформируются, и чтобы она всегда была актуальна, востребована, да, то есть как бы и вы в том числе, правильно? Хорошо, а какое-то вот хобби есть у вас? Какое? СММ, да, то есть как бы это ваши профессиональные такие. А какую продукцию? Косметическую еще тоже, ну, дополнительно, то есть как бы пополняете. Хорошо. У вас какая мечта? Хобби какое-то есть? Чем увлекаетесь? Рисуете, да? Прекрасно. То есть как бы, ну и, а вы хотите больше времени тратить на рисование? Да? И это прекрасно, потому что сейчас вот как раз востребована вот эта вот креативная индустрия. Ведь можно рисовать какие-то интересные макеты уже, да, рисовать какие-то дизайнерские упаковки и так далее и тому подобное. Поэтому запрос есть, просто нужно чуть-чуть задумываться, вот начинать со своей мечты, потому что мечта вас будет вдохновлять, придавать вам силы и, ну, открывать возможности. Вот, поэтому смотрите в эту сторону. Вторая, есть задача на проекты. Ну, мы знаем, что во многих сейчас вузах, СУЗах, скажем так, других учреждениях, в том числе и в школах, стоит обязательно написать проект. И в учреждениях даже, то есть как бы где, особенно в культуре сейчас, фонд культурных инициатив, им все говорят, пишем проект. Они вообще ничего не понимают, пока сложно адаптироваться. Но тем не менее, им задача поставлена. Поэтому поставлена, будем писать. И, конечно, есть третий вариант, когда все говорят о проектах и не понимают, что есть как бы просто фон слышишь, что проекты, кто такие эти проекты, кто ими занимается, где эти люди. Вот, конечно, есть такой вот формат. Где этому учиться? Смотрите, вот сегодня вы как раз, то есть я вас хочу немножечко направить на то, что, то есть как бы, куда вам, где принимать участие, то есть как бы. Первое – это записаться на курсы проектного управления. Это очень важно, то есть вот прям запишите себе, записаться на курсы проектного управления. Есть офлайн, который проводит в том числе и онлайн, вот, например, как раз единый ресурсный центр, да, то, что сейчас делает.
есть уже записанные курсы по проектированию на YouTube-канале. Вот прям забирайте социальное проектирование. Боже мой, выбирайте себе спикера, который вам просто понравился. Вот просто понравился, потому что говорим мы все про одно и то же. И поэтому выбирайте тот, который вам приятен, голос его, подача. Мы все очень разные и содержательные, и на каждую, как говорится, вкус мы уже подобраны, поэтому и уже записаны. Поэтому берите оттуда, не стесняйтесь, только ленивый. Где можно брать курсы по социальному проектированию? АИС Росмолодежь. Есть прям образовательные курсы, записывайте. АИС Росмолодежь. Вы зарегистрированы там, девочки? Отлично. Значит, там есть у нас тоже образовательный курс, который можно пройти там. Дальше. Фонд президентских грантов. Заходили туда? Там есть курс обучающий. Заходили на YouTube-канал? А вот зайдите, там прям, хотите по 3 минуты вам будет выступление от Владимира Татаринова, хотите будет у вас там 20 минут, где коллеги записали, что такое социальное проектирование, и прям все разложено. Поэтому, пожалуйста, заходите туда на эти курсы. Вот, дальше. Знакомые. Ну, то есть старайтесь как раз, кто уже успешно выиграл, или, например, как опыт, там, приходите в единый ресурсный центр, кто выиграет, идите, спрашивайте, узнавайте, не стесняйтесь, выходите на других коллег, то есть как бы кто по этой тематике выиграл уже, то есть как бы ищите знакомых. Форумы, да, ну вот сейчас у нас как раз марафон проходит, вы молодцы, в нем и участвуете, коллеги в онлайне, которые у нас тоже сейчас участвуют. Это всевозможные разные, при том, что, смотрите, форумы сейчас... Опять все в онлайне. Я считаю, что сейчас вот границы открыты настолько, что просто нужно брать и на форумах, то есть как бы, ну, заходить на любой форум и обучаться. Вот правда, на любой форум. Для вас открыт. Хотите Ханты-Мансийский автономный округ Югра, хотите Челябинская область, хотите Москва, то есть как бы что хотите, то есть, ну, все в ваших руках. Обязательно, то есть как бы, ну, скажем так, руководство, да, то есть где можно обращаться, потому что руководство может формировать вам заказ, то есть как бы, да, кто ваши руководители сейчас? Ну, давайте вот с вашей стороны, кто вот у вас? Главный врач. Она же знает проблематику и говорит, так, подождите, у нас, например, тратится много времени на то, чтобы проконсультировать, ну, есть такой запрос у пациентов, я, например, точно знаю, особенно у старшего поколения, когда они хотят поговорить. А у врачей, ну, есть регламенты, то есть прописанные стандарты, где они четко должны выполнять, заполнить анкету. И на что жалуются сейчас не только пожилые люди, но и все взрослые. Говорят, боже мой, перестали с нами общаться, общаются с компьютером. Значит, что нужно, чтобы удовлетворить, повысить качество? Задача ее повысить удовлетворенность пациентов, приходящих на прием, на какой-то первоначальный, да, то есть как бы, может быть, нужно открыть горячую линию. Может быть, посадить девочку или мальчика, волонтера, который на каких-то этапах там просто разрешите пожаловаться, да, то есть как бы есть такой формат. Но почему нет? Иногда, правда, человек высказывается, и самое главное здесь, например, ну, скажем так, молодые, как раз медики и говорят, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, пожалуйста, выполняйте, то есть, ну, говорят, например, как, пить нужно много воды, ну, кто-то, да, рекомендует. Люди не выполняют этого. Или говорят, вам нужны регулярные прогулки, то есть как бы смотрите, какое количество там шагов вы делаете, то есть как бы вам нужно это. И они тоже этого не делают. То есть кто-то психологически, то есть как бы расстроен и не может, вот вообще там не хватает финансов. И тогда, возможно, смотрите, это как раз новая история, это инновации в чем? Мы, по сути, люди говорят, нам нет на что купить медикаменты, и мы не относимся к социально незащищенной группой. Например, а кто мешает создать, есть некоммерческие организации, которые занимаются как раз обеспечением, могут, да, то есть заниматься, вот она точка входа у вас, например, садится человек, консультант, да, и люди, когда приходят на какие-то такие бытовые вопросы, да, ну, в том числе вот запрос на, например, мне на что купить лекарства. И чтобы удовлетворенность была, нужно понимать, вот какой-то банк был, а потом бы этот банк направлялся в те же некоммерческие организации. И тогда люди могли бы, то есть у нас есть возможность у многих НКО как раз
не танцами заниматься, да, то есть, как бы, понимаете, не танцевать, не, извините за выражение, то есть, как бы, не руками водить, а реально помочь людям, потому что сектор НКО направлен на решение социальных проблем. И тогда вот ты понимаешь, что когда пришли к тебе, то есть как бы за одним запросом, а ты еще удовлетворяешь какие-то там социальные, или, например, мне не с кем ребенка оставить, который, ну, то есть как бы у меня, например, с ОВЗ, да, а мне нужно на прием прийти. Что нужно сделать тогда? Классно, если бы волонтеры были, пускай те же медики, которые могли бы делать какая-то комната, но работающая с определенными детьми с ОВЗ, зная, как с ними, как бы, с тем же аутистом, да, то есть как бы обращаться, опорником, то есть как бы и так далее, и тому подобное. И тогда я понимаю, вы повышаете качество приема, скажем так, да, возможности, повышаете. Кто это могут делать? Это могут волонтеры делать, медики, понимаете? Потому что мы на сегодняшний день армию большую создали, а содержательно, то есть как бы мы ее, к сожалению, не наполнили, и люди не понимают, где эти волонтеры, где эти НКО, которые, то есть что происходит. Точно. А нужно, чтобы повысить качество жизни, и ваши проекты были, сделать вот такие, как бы, вот на это должны быть направлены проекты. То есть не будьте фантастическими, будьте реальными, практическими, и пускай это будет, пройдет через вас 50-100 человек, да, пускай вы окажете адресную какую-то помощь даже 10 людям, да, которым помогут некоммерческие организации приобрести, ну, скажем так, те же медикаменты или какое-то технические средства реабилитации, да, которые вот, ну, или помогут направить, потому что они даже не знают, куда обратиться, где в аренду взять, да, то есть как бы в той или иной сложившейся ситуации. Или психологическую помощь. Многие думают, а у меня денег нет на психолога. Так у нас, извините, столько некоммерческих организаций, а вы даже не знаете пул НКО, какие услуги они оказывают. Тогда нужно что сделать? Собрать список некоммерческих организаций и понять, кто какие услуги оказывает. Правильно? И вы тогда не надо все самим делать. Будьте вот этими операторами, которые могут, скажем так, точечно выполнять по своему направлению задачи. Социальные сети. На какие социальные сети вы подписаны? Ну вот, да, да, вот в Инстаграм, то есть вот Телеграм-канал, то есть на какие? Ну, например, которыми часто пользуетесь. Мгм. Вот, смотрите, а никто не подписан, социальные сети у нас, гранты Росмолодежи есть там. Вот, видите, то есть как бы, а они иногда публикуют, и не так сильно они мне далеко уходят на самом деле, то есть как бы они, все, что касается, вот вы говорите, мы хотим понять, какие изменения, а там как раз и публикуются и новости, и какие-то рекомендации, да, то есть как бы и тут же своевременные инструкции и так далее и тому подобное, то есть вам нужно, или, например, вы знаете, где какие конкурсы объявляются помимо Росмолодежи? Россия – страна возможностей. Да, смотрите, капитан Грантов. Подпишите себе, капитан Грантов. Так и называется, капитан Грантов. То есть подпишитесь на дальше, по направлению. Вот проект вы выбрали, и знаете, что есть классно реализуется проект. Нужно подписываться на этих людей. Ну, на эти организации, конечно, то есть как бы вам нужно вот такой уже пул, такой создать для себя список, да, ваших социальных контактов, понимая, на который вы готовы подписаться и черпать оттуда полезную информацию. Вот, так что обязательно, да. Точка – это вы, точка – это вы, то есть как бы у нас точка, то есть вот ваш проект. И у вас, получается, здесь идут разные партнеры, спутники, которые будут усиливать ваш проект. Вы не сможете в самостоятельном формате сделать качественный проект. Это вот 100%, уважаемые коллеги. То есть это ваш проект. А это ваши источники, откуда вы черпаете их, да, то есть как бы... Оп, оп, прошу прощения.
Мгм. Здесь, значит, ну, я уже немножечко забежала, да, то есть как бы вперед и уже говорила о том, что где вам, да, как попасть в вот эту проектную среду, да, чтобы вот постоянно там крутиться, да, то есть как бы это на коммуникацию, то есть, понимаете, если даже вопрос у вас возникнет, вы точно будете, то есть как бы попадете в эту среду и будете вращаться. Вы даже Вселенную пошлете этот запрос, и сами не поймете, как это а он тоже проекты пишет, и этот проект. А как вы вообще со мной рядом оказались? Потому что у вас был запрос такой. И у вас и через интернет, и через в окружении начнут появляться вот эти люди. Поиска наставника. То есть, потому что, смотрите, очень важно, чтобы был наставник у вас в вашей идее, да, то есть вы начинаете это делать, тоже поставьте вначале хотя бы запрос, а кто мой наставник? А, Запрашивайте, то есть есть наставник, и у волонтеров-медиков я вас могу с разными регионами соединить, и у вас на разные там социальные местные там проекты, да, которые тоже реализуются, тоже можно найти хороших наставников, чтобы вам немножко подсказать, так как люди-наставники, они уже более информированы, понимают стратегические задачи, понимают как устроено и на что вы можете, как правильно даже заполнить заявку, да, как, на что акценты правильно расставить и как получить тот или иной эффект. Вот, ищите, кто даст консультацию. Ну вот вы сейчас искали, вы же тоже не зря появились, да, то есть у вас запрос все равно внутренне уже сформирован. И вот коллеги, которые к нам в онлайне тоже подключились. Ну и такой, искать свою стаю, это значит все равно вращаться в своем сообществе, то есть вращаться в сообществе проектировщиков. То есть нету его, значит, что вам нужно сделать? Создать. Конечно, просто берете вот сейчас вдвоем говорим, мы с тобой сообщество проектировщиков, сообщество. Давай мы тогда первый вот сейчас вдвоем формируем в Телеграм-канале свое сообщество проектировщиков и начнем туда добавлять людей. И посмотрите, что у вас через год будет. То есть, как бы, кто вам мешает создать команду проектировщиков? Кому это интересно? Кто будет изучать? Кто будет давать, как бы, новые полезные ссылки? Слушай, скажет, ой, я классный курс посмотрел. Ребят, посмотрите, сразу оп, и вам оперативно пришла информация. Ребята, я нашел там наставника вот по этой теме, кому интересно. То есть, как бы, мне, например, не надо, ну я знаю, что вот этому нужно по экологии. Отлично, то есть, как бы, вам нужно вот эту составляющую прям для себя иметь в виду. Я надеюсь, что создадите, буду очень рада, если создадите это. Смотрите, конечно, 8 таких ключевых шагов, да, которые обязательных нужно сделать. Это, конечно, описание проблемы, да, мы опять касаемся, это территория указываем, это указываем целевая группа, которая. Более того, смотрите, что уже делается, потому что мы часто дублируем то, что делается учреждениями культуры, то, что делается библиотеками, да, то есть как бы то, что делается например, не знаю, там, соцзащитой, да, это все делается. Тогда нужно вопрос, это вы можете обосновать, это есть, но это не востребовано, потому что есть запрос на такую же, то есть как бы на решение этой проблемы, но другими технологиями, да, то есть как бы, или, например, этого вообще нет. Но опять, чтобы вообще нет, слова не подходят, нужны аргументы, доказательства, что этого нет. Конечно, цель. Цель должна быть по смарту, конкретно, достижимо, да, то есть как бы конкретно измеримо и достижимо, то есть конкретными показателями, то есть что изменится, взяли 50 человек, что с ними поменяется. Например, 700 будет информировано, да, то есть как бы хотя просто информацию получат, извините меня, из тех, кого вы целенаправленно возьмете, ну, например, вы будете, вот у вас был досуг, да, вот, ну, как бы мы понимали, что не хватает досуга. А почему не хватает? Хотя вроде есть, и клубы есть, согласитесь, да, а не соответствуют запросу времени, да, то есть как бы старшее поколение не может понять, что нужно молодым, и считает, что вот, а мы были не такими, как они. Вот. И молодежь с 14 лет, она говорит, а мы хотим уже арт-резиденцию,
арт-пространство, а мы хотим, чтобы здесь не парта стояла, как в библиотеку мы пришли, а чтобы у меня мешки были, да, то есть как бы, чтобы можно было столик посередине поставить, и чтобы мы могли там, не знаю, кофемашину нам поставьте. Мы вот этого хотим. Все, мы придем со своими ноутбуками, мы придем, то есть как бы вот у нас будет какое-то пространство, где мы тихенько, то есть можем пообщаться, поиграть и так далее и тому подобное. Потому что мы же даже с вами сейчас молодежь как, сидя рядом, мы все переписываемся друг с другом, да, то есть это уже норма, нам даже уже лень что-то сказать, мы проще напишем, то есть как бы, вот, поэтому очень важно, чтобы вы смотрели, ну, то есть на решение какой проблемы. Закройте хотя бы, не надо все опять. Если создадите, даже вначале поняли, что у вас 50, там, 30 человек, которые готовы, ну, например, как-то по-другому создавать хендмейд, да, то есть, ну, как бы это товары уже креативной индустрии, какой-то дизайн, рисовать, то есть, как бы, да, и кто-то вязать, и какие-то шапки, другие делают тубы, упаковку, например, и вот это вот такая, типа, современная мастерская, которая позволит ребятам, ну, скажем так, выпустить новый продукт, да, по факту, заняться технологиями, потому что они начнут изучать, а где такие практики есть, а кто сейчас ну, производит какую товар-продукцию, да, там, то есть как бы, или, например, я вот сейчас была в креативном пространстве, называется «Ядро» в Нижневартовске, у них производство делают очень классные носки, тоненькие-тоненькие, прям, знаете, как, и, знаете, «Мути добро» у них называется. Ну, сейчас же модно вот эти носки с всякими, с надписями, да, то есть классно, так можно же делать. Был запрос, например, вчера у старшего поколения на то, что давайте стикеры, то есть как бы вы знаете, как его сделать? Стикеры в Telegram. Да, то есть как бы как его создать? А может быть, можно же прямо именные, у нас прям фотография твоя, это же целый подарок. Извините, это стоит денег, то есть как бы раз такие сделали в начале стикеры, подарили главе своего поселения. Он такой, о, прикольно, это я так могу, да? А потом раз и заказ вам. А потом раз, можно именные вот такие, у нас такие есть, то есть как бы можно с какими-то там мотивационными, даже по проектной деятельности сделайте стикеры. Раз, два, три, то есть как бы даже на себя друг другу. Оп, стикер уже ты там, не знаю, там, ты крутой, там, ты молодец, там, ой, то есть там сами фантазируете и со своими, то есть как бы образами делайте стикеры. Пожалуйста, кто мешает вам это сделать? Так вот, лучше пускай вот эти, получается, вот эта команда, это кто-то СММщик, это кто-то дизайнер, да, чтобы нарисовать, то есть как бы кто-то обрабатывает там в каких-то других программах. Пожалуйста, то есть как бы делайте. Ну вот. И таким образом вы понимаете, что по итогу что изменится для ребят? Во-первых, они точно уже не на этом уровне, на котором зашли. Во-вторых, они уже получили новые навыки, компетенции, даже разработали продукцию новую, да, то есть как бы которую можно что делать? Продавать в дальнейшем, да, то есть как бы заниматься креативными индустриями, потому что сейчас с 14 лет можно регистрироваться самозанятыми. Понимаете? Кто мешает? Они с 14 лет могут зарабатывать, то есть как бы, ну просто об этом они даже не задумываются, то есть как бы, вот, ну это сроки, то есть проект должен конкретный, измеримый, достижимый, да, то есть как бы в конкретные сроки. Я рекомендую маленькие проекты писать, постараться писать их до 6 месяцев. Ну, то есть, как бы срок желательно не менее 3, то есть, как бы, да, от 3 до 6 месяцев. Вот если первый раз пишете, чтобы вы не устали, чтобы вы четко это прочувствовали. То есть, ну, это моя рекомендация, это не рекомендация, там, конечно, грантовых конкурсов, да, я просто сама уже вижу, как реализуются те или иные проекты, я понимаю, что здесь лучше 3-6 месяцев, то есть как бы, и тогда вам, ну, то есть это будет комфортно, это будет, вы почувствуете удовольствие, потому что я считаю, от всего нужно получать удовольствие, а не истерику, то есть как бы, вот. Ожидаемый результат мы уже с вами проговорили, да, то есть какие ресурсы, самое главное, то есть как бы необходимы для этого. Очень важно, чтобы вы прописывали, потому что, смотрите, есть цель, ну, например, цель создания, значит, получения новых навыков и компетенций в сфере там
креативных индустрий для какой категории там возраста, там, не знаю, пускай будет 14-18 лет, да, то есть как бы мы понимаем. И вы что делаете? Отсюда у вас пойдут задачи. А чтобы они вначале, то есть как бы получили, то есть что их нужно? Их вначале нужно обучить, да, первое. Вы запускаете, например, какую-то экспресс или акселератор, или школу, то есть как бы, да, делаете, или просто такой просветительский курс, там, например, на 3-4 модуля, то есть как бы, да, и просто подбираете материал, обучаетесь, потом делаете зум-конференции, встречи, то есть как бы это у вас, например, первый идет образовательная одна задача, да, то есть просветительская, потому что образовательная – это лицензию. Просветительская такая. Второе, что вы сделали? Нужно же все это внедрять в практику, да, то есть как бы, что необходимо, то есть как бы, тогда, да, ну, цикл мероприятия пойдем, то есть как бы, вот смотрите, это у нас задачи. А вы еще до этого ищете. Конечно, вы же уже помещение, то есть, понимаете, вы договорились, например, с библиотекой или клубом и говорите, вы нам даете вот эти 30 квадратов для того, чтобы мы вот тут креативное пространство сделали. Они говорят, даем. Давайте тогда какое-то, то есть как бы, ну, письмо поддержки, что в рамках реализации проекта, если мы выигрываем, вы нас обеспечите, то есть как бы вот этими 30 квадратами. Понимаете, они вам дают вот на этом этапе. Дальше, то есть как бы, а вам что нужно? Вам закупить мешки, например, надо, да? Вам закупить нужно материал для производства, да, то есть как бы получается. Тогда вы что делаете? То есть как бы, и самое главное, вот тут вы их вдохновили, а теперь-то нужна практика. Тогда получается практические занятия, да, то есть как бы, и они, например, за месяц делается такая практикумы такие. То есть тут вы их информировали, тут вы их практикум, то есть как бы провели с ними, а здесь уже, то есть как бы получается, что им нужно? Чтобы что? Вот они уже, то есть как бы вы, ну это такая воронка, да, то есть как бы задачи, то есть как бы обучили, тут мероприятия пойдут, то есть и набор групп, да, то есть как бы по направлениям каким выбор, то есть как бы партнеров и так далее, и тому подобное, да, то есть как бы кто. А здесь вот что, то есть как бы... Ну да, здесь, наверное, то есть они должны уже тоже выходить и, по сути, давать какой-то, ну, скажем так, вот здесь они практикумы прошли, и тут у них что? Например, они хотят, они говорят, а мы готовы до стажировки, то есть как бы теперь нам есть чем тоже похвастаться, да, показать, и мы готовы, ну, то есть, ну, понимаем, что мы несовершенны, потому что нам нужно следующий цикл постоянно совершенствоваться. То есть это обязательный такой процесс, да, когда мы всегда совершенствуемся. А чтобы совершенствоваться, что нам нужно? Нам нужно обмен, да, то есть как бы это стажировки. И стажировки, так как сумма-то небольшая, делаются онлайн. И вы встречаетесь с разными сообществами, которые этим занимаетесь. То есть, ну, например, тогда звоните в какую-нибудь арт-резиденцию, например, Татарстана, и говорите, а у них очень классно, например, вот прям приведу резиденция, которая называется, вот только просто была свежо, Порт. Прям запишите, Порт. И что вы делаете? Вы звоните, говорите, а они сейчас выиграли грант на создание фэшн-одежды. То есть молодежь там будет сейчас создавать моду, модные дизайнерские одежды, то есть как бы вы говорите, а мы хотим обменяться, то есть как бы, а давайте вот мы расскажем, что мы сделали, а вы расскажете, что вы сделали, а мы увидим, а что мы еще не доделали, и отсюда у вас вырастет еще новый проект. Понятно, да? То есть как бы часть научилась, а часть, может быть, отпочкуется и скажет, а мы возьмем направление, ну, например, мода, да? А мы возьмем направление, ну, не знаю, там, какой-нибудь графический дизайн, да, граффити. А мы возьмем сувенирку какую-то, да, то есть как бы гончарная, например, кто-то скажет, слушайте, классно, я хочу гончарить, то есть как бы это же прикольно, это же с ОВЗ можно, это реабилитация, при том, что не только с ОВЗ. Возвращаемся опять к сердечно-сосудистым заболеваниям, и люди после инсульта, инфаркта, им нужно тоже реабилитацию проходить. Моторика мелкая.
Более того, вам хочу сказать, со школьниками, знаете, с детьми даже, не только школьниками, с детьми, чтобы заниматься, я вот со спортсменами разговаривала, и они говорят, а вы знаете, что у нас нарушена координация у ребят? А знаете почему? Потому что действий мало. То есть как бы и мы вынуждены сейчас заниматься, педагоги говорят, нам нужны то есть логопеды срочно. И вот тут мы понимаем, что запрос, как, знаете, начинаешь копать одно, а в итоге выходит, только начал это делать, а тут тебе раз и одно, и второе, и третье выходит, то есть как бы, и вы так думаете, вот это мы копнули, а всего лишь хотели потусить, то есть как бы досуг себе сделать, да, так такой досуг сделали, что копнули целый пласт, который вырос вот маленькие такие, небольшое сообщество, то есть уже проектировщиков и отдельных направлений. И не заметите, как у вас появилось, вот сегодня Алексей рассказывал про маленькое село в Архангельской области, где бюджет на молодежную политику выделялся 400 тысяч. Девушка выиграла 300 тысяч грант. И потихонечку на маленький форум всего лишь, да, чтобы провести, привезла экспертов туда, научили проектированию своих ребят, то есть как бы социальному проектированию. По итогу проектирования ребята написали за год проекты и выиграли общую сумму 8 миллионов привлекли. Понимаете? Конечно, отсюда. Это же такой эффект, когда, извините, 8 миллионов, это бюджетное на поселение, я так думаю, понимаете? И то навряд ли как годовой, то есть как бы поселение. А это привлекли ребята, так они говорят, ох, да, а бизнес говорит, а что это мы отстаем? То есть давайте-ка мы тоже, а мы что можем сделать? А давайте восстановим, будем хлеб печь, то есть как бы, и сейчас они восстановили, там хлеб пекут. Вот, поэтому вот так возрождается на самом деле, село сохраняется, дается возможность. А сейчас как раз энергозатратно в больших городах. Да, можно уехать в большой город, стремятся многие, вот поеду в Якутск, вот поеду в Москву, там, в Санкт-Петербург, но ты сейчас понимаешь, что энергозатраты очень высокие, то есть как бы, и реализации иногда можно жить в экологически чистом регионе, в таком, как вашем, да, например, и при этом сохранять свое здоровье и быть, ну, востребованным и очень таким, ну, скажем так, актуальным, и можно выезжать даже, да, то есть как бы набираться опыта, компетенции, позиционироваться и привозить опять на свою территорию. Ну, то есть вот это таким образом, да. Нет, нет. Да, да, да. Вот, конечно, очень важно, то есть как бы ресурсы, и поэтому здесь мы пишем под каждое мероприятие, мы пишем бюджет. Очень важно, то есть как бы пишем, какие ресурсы, потому что, например, помещение готово дать Дом культуры, да, или школа говорит, хорошо, мы в неурочное время вам выделяем, то есть как бы главное с нашими ребятами, давайте что-нибудь делать, то есть как бы, да, что делать. Ну и начинаем раскачивать, потому что ребята от этого становятся лучше учиться, потому что понимают, что нужно тогда чуть-чуть глубже копнуть по тому предмету или по этому предмету, да, то есть как бы поизучать. Вот. И, соответственно, начинаем искать ресурсы какие. Что у нас есть? Ага, понимаем, что нужно снимать, а у нас нет ни хромакея, ни оборудования, вот, чтобы ни камеры, да, то есть ни телевизора, а мы хотим в онлайн выходить. Вот нам на это нужно запросить. Так, отлично. А что у нас есть? Так, а кто будет преподавать? Так, а можем договориться с пробоно-волонтером кто-то? Да, можем. Кто-то готов на каких-то начальных этапах для территории бесплатно, пробоно профессиональные волонтеры готовы провести мастер-класс. Могут? Могут, поверьте, только все зависит от вас, как вы проведете переговоры, вот эти социальные коммуникации, да, то есть как бы как убедите, как будете гореть, потому что знаете, сколько раз приходили, говорили, настолько горят глаза, и у людей нет ресурсов. Я даже вам хочу сказать, чиновникам соглашаюсь на то, что зная, что у них там возможно при наличии там все равно отыскать какие-то финансирования, я соглашаюсь с пробоном, потому что я вижу, что горит этот чиновник, у него нет сейчас бюджета, но он очень хочет это делать. Это видно по человеку. И ты соглашаешься, то есть говоришь, окей, давайте то есть я соглашусь, давайте мы поможем вместе, потому что это даст эффект, то есть как бы, да, это будет резонанс все равно, это будет возможность, а потом, может быть,
возможно, я не ставлю, что вы меня там обязаны там дальше приглашать. Нет, наоборот, я стараюсь, вижу, что так, а сейчас у них компетенция, ага, у них запрос на это, так я лучше порекомендую вот этого человека, понимаете, который более в узкой тематике, да, востребован и нужен, то есть как бы и обладает компетенциями. Самое главное, оцениваем риски. Самый, конечно, такой риск, то, что вдруг пандемия нас всех закроет, а мы не сможем. Поэтому мы с этим уже риском отработали, мы понимаем, что это онлайн. Какой еще риск может быть у вас? Ну, не из глобальных. Зачем? Прям вот, а? Ну, вот, например, про тот проект вот делаем досуг мы, то есть коворкинге. Что может быть? Какой риск? Что-то сломают. Может же быть риск. Ну, что-то пришли, навредили, то есть как бы как вы этот риск будете решать? А мне кажется, можно было бы его, например, на начальном входе, что ребята подписывают документ, в котором указывают, что если они причинят, конечно, то есть, но об этом нужно думать заранее, да, то есть как бы они подписывают документ, что обязуемся, если принесем там, то есть как бы какой-то определенный вред, мы, то есть как бы берем на себя ответственность возместить ущерб. Все. И вы тогда с себя снимаете эти риски. Что еще может быть, то есть как бы риском? Например, кому-то стало плохо. Сейчас молодежь тоже, у нас вот на одном из мероприятий девочка упала в обморок. Ну реально, молодая девочка, то есть как бы школьница упала в обморок. Что будете делать? Нет, хотя бы иметь аптечку. Значит, что нужно, когда будете закладывать? Вот смотрите, когда вы риски отрабатываете, это очень важно. Редко, когда проектировщики смотрят на риски, а это прям очень важная составляющая. Вы обязательно должны эти риски отрабатывать, то есть как бы смотреть, а что еще может произойти? Ну, например, то есть смотрите, ребенку нравится заниматься, а родитель не отпускает. Ну, вот что вы будете делать? И компьютер не дает. И родитель вас не слышит. А как договориться? Нет, смотрите, вы должны, значит, у вас должны быть какие социальные партнеры? Психологи. И как тогда вы обращаетесь к профессиональному психологу, который, ну, у вас должен быть контакт этого психолога, и вы себе в риски занесли. И на всякий случай думаете, так, а заложим ли мы на всякий случай мастер-класс с психологами? То есть, как бы, например, тоже ребятам помочь по профориентации, потому что на сегодняшний день, я вам точно говорю, все школьники говорят, для нас то, что есть профориентация в школе, она не работает для нас. Да, вот, они правда. Ну, то есть это тогда мы понимаем, ага, классно, так мы пригласим психолога, и в крайнем случае, если у меня конфликтная ситуация, я вот, ну, как бы он проведет, но я всегда смогу с ним договориться, чтобы вот эту ситуацию тоже мне разрешить. Угу. То есть риски прям смотрим в обязательном порядке. Или, например, вы понимаете, что вы попадаете на летний период, вдруг это отпуска. Что делать в летний период? Значит, нужно проработать, как будет, что это будет в записи сохраненное, что это будет какое-то задание, что нужно сделать по итогу. Да, ты уходи на месяц, не вопрос, то есть как бы, но ты самостоятельно пройдешь это обучение, если хочешь в команде оставаться, да, и ты сделаешь какое-то там задание, которое вы придумаете. Понимаете? То есть учитывать или заболел, я хочу участвовать, а вы, извините, у вас количественные показатели вы поставили, вы меньше не можете. То есть иначе вы качество провалите, я вам хочу сказать. Хорошо. А вот как, например, люди... Или, например, вы понимаете, что на первом ЭГГ этапе зашли все, а потом на концовочке, то есть как бы у вас оп, и что? Осталось там 3 активиста, которые все закрывать будут, а вам нужно выдать 10 проектов. Вы написали себе в показатели, что у вас будет 10 проектов на выходе. Что делать? Да, значит, что привлечь, значит, что нужно иметь? Какой-то резерв, базу, где ее потом брать? Значит, нужно в мероприятии, а отсюда, когда вы начнете риски прорабатывать, у вас мероприятия поменяются, я вам хочу сказать.
Понятно? То есть вы когда начнете, вы скажете, а как же я буду резерв искать? Значит, мне нужно какое-то мероприятие одно заложить, которое будет на формирование сообщества. Я их насобираю, но скажу, что на первый этап я могу отобрать только вот, ну, например, 30 человек, да, то есть как бы актив. Но понимаю, что эти 30 выйдут когда, я что могу, то есть как бы, кого могу сюда запустить? Ага, у меня тут резерв из 50 человек, и из 50 я уж точно найду там себе тройку, семерку, то есть как бы, которые закроют. Но если вы не продумали риски, вы об этом даже думать не будете. Поняли, да? То есть как бы очень важно, чтобы у вас были вот эти, обязательно, вообще вам по жизни пригодится, я вам хочу сказать, даже планирование каких-то семейных праздников, мероприятий, даже вот риски. А вы не выиграли грант. Что вы будете делать? Что? Ничего подобного. Так можно откладывать всю жизнь и никогда не выигрывать. И что, вся жизнь отложенный эффект вся жизнь? Вот, тогда нужно, так, тогда просчитываем риск, тогда просчитываем риски, мы не выиграли грант, что мы будем делать? Так, а теперь смотрим, куда пойдем. Есть народное финансирование, слышали о нем? Фандрайзинг, краудфандинг. Народное финансирование, пишите, народное финансирование, Планета.ру. Так, вот видите, догнали, запрос был. Лень, пожалуйста, можно следующий слайд? Угу. Вот, видите, народное финансирование. Рекомендую, например, размещать небольшие проекты, с учетом до 5, вот в вашем случае до 50 тысяч, до 30, чтобы научиться собирать эти деньги. Потому что это, знаете, какой мотиватор? Это нужно людей убедить проголосовать за ваш проект рублем, отчитаться перед людьми, как вы, на что вы каждую копеечку потратили, понимаете? Вся страна, то есть, а тут теперь вы включаете все свои знания и компетенции и начинаете прям позиционировать, отправлять, приглашать, показывать, как бы там, знаете, там записывается видеосюжет, то есть как бы что вы делаете. Там очень, очень хорошая история. Я вообще гранты вначале давала, чтобы люди проголосовали рублем, а какую сумму не достают, уже государство бы финансировало на самом деле. Потому что люди должны, то есть на самом деле, действительно быть востребованным этот проект. Это уже уровень ответственности, да. Смотрите, здесь немножечко про мотивацию еще, да, то есть как бы именно касающийся в части того, что зачем вам это нужно, да, то есть как бы как мотивировать, что я получу, ну и многие ребята то же самое, да, то есть как бы задают эти вопросы. Зачем мне это нужно? Что я из этого получу, вот, то есть как бы, и почему, что бы я вам порекомендовала? У вас презентация будет, заберете? Конечно, да, то есть как бы не фотографируйте. Смотрите, помните, я вам тоже спрашивала, ваши желания, ваши желания. Кто пишет 100 желаний, вот себе, вот на год уже хотя бы составили 100 желаний на 22-й? Нет? Вот прям пишите, и чем конкретнее, мельче, тем лучше. Не надо писать, сейчас вот там следующий будет слайд, не надо писать широкое, то есть как бы условно недостижимое сейчас, вы понимаете, да, ну то есть, ну кто-то получает условно доход сейчас 20 тысяч, например, да, то есть как бы вы, или там 40 тысяч, или там ребята доход там зарабатывают по 5 тысяч, и они понимают, что они в конце, ну там хотят, чтобы у них там увеличился, я хочу 100 получать. Нет, ну можно, как, конечно, но давайте более реально, да, смотреть на то, что это эффект маленьких шагов. Как человек, который, я вам хочу сказать, единицы, конечно, стартуют сразу, там я получала условно там 20 тысяч, стала 500 получать. Ну, я таких, честно скажу, ну, правда, не знаю из жизни, практики, да. Более того, я вам хочу сказать, мне несколько раз по жизни приходилось, начиная новое направление, стартовать с меньшей зарплатой. Понимаете? И опять идти по вот этой лестнице, ну, то есть финансовой. И по-другому никак, то есть как бы, ну вот я не знаю, то есть как бы если идешь своим путем, своими знаниями, своими компетенциями, наработкой, то есть как бы по-другому, ну то есть как бы она все равно идет, ну, скажем так, поступательно, да, то есть как бы есть, конечно, такие
вундеркинды, акселераторы, и они стартуют, то есть как бы... Или связи, да. Ну, вполне возможно, тоже. Ну, насколько долго и эффективно, большой вопрос. Так, сейчас мы следующее. Люня, можно? Поэтому пишем 100 желаний, да. Мы говорили, что слишком большая отдаленная цель может демотивировать, ну, потому что она не выполняется, и в итоге все, демотивация, ничего не хочу, да и ваши проекты мне не нужны, то есть как бы и так далее. Жесткие сроки, ну, то есть как бы разрешите себе, все делайте по силам и по возможностям, то есть как бы расставляйте правильные приоритеты. Можно следующий, Лень, пожалуйста. Деньги слабая мотивация, помним, да? Самое главное, то есть как бы вот ресурсов много. Многие говорят, что вот дайте деньги нам и не спрашивайте, куда мы их потратим и как мы вообще сделаем. То есть или не учите нас жить, как я сейчас, а дайте, то есть как бы нам просто финансы, и мы сами разберемся. Не разберетесь. Почему? Потому что не понимаете, под что пришла, то есть как бы какую цель-то преследуете, какая задача у вас. Что должно, то есть как бы быть? Хотите новые компетенции получить, да, то есть новую отрасль освоить, например, ту же креативную индустрию, креативную экономику понять. Хорошо, что для этого нужно? То есть как бы это такие шаги, да, это целая отрасль, люди изучают, так погружайтесь туда, да, то есть как бы это вполне возможно ваш выход, то есть как бы, можно следующее? Ну, я не буду здесь останавливаться сейчас, вы почитаете, коллег использую как раз школа как раз адекватных родителей, да, то есть здесь уже идет, что мотивирует, как говорится, какие... Вот здесь волонтеры-медики могут активно участвовать и рассказывать. Особенно мне как сын говорит: мама, боже мой, почему ты пьешь все витамины подряд? То есть как бы ты узнала, что их тебе нужно, потому что он у меня медик, то есть врач, да, и он всегда говорит: почему вы занимаетесь самолечением, да? И вот здесь тоже очень важно, ну, проводить образопросветительский курс, да, вот части, касающиеся как раз гормонов, мотивации, да, то есть как бы, и можно следующий слайд, мы его сейчас пролистаем, то есть можно еще тоже, вот. Значит, что важно, то есть листаем тоже, здесь мы пройдем, что у нас не основная цель здесь. Формула мотивации, да, то есть как бы здесь это что? Желание, да, то есть потребность, безопасность, благоприятный эмоциональный фон, да, то есть как бы представление о том, как удовлетворить эту потребность, да, и возможности, чтобы удовлетворить. Следующий. А вот формула, смотрите. Это про то, что говорила, если риск вы не отыграете, и вот и у вас и мотивация, и желание, и там эмоциональное состояние вы в хорошем, да, то есть как бы, но четко убеждены, что вы выиграете. Какое состояние? Мотивация в итоге ноль, пропадает. Поэтому вам важно, то есть как бы самое главное отрабатывать риски. И если вы не выиграете, то какие у вас пути решения? Следующий. Мотивация – это когда легко, безопасно, с желанием и с удовольствием. Поэтому проектная деятельность должна вас прям, вы должны в ней видеть ресурс просто-напросто. И все, то есть как бы… Дальше, вот мы как раз вернулись. Мы уже об этом говорили. Я вот вам тоже тут показываю. Гранты, Планета.ру, собственный клад, волонтеры, да, то есть как бы это все ресурсы огромнейшие. Следующий. Делаем чек-лист. Следующий. Понимаем, что, то есть, как бы по проекту, переходим к проекту, да, то есть, как бы это процесс, который состоит из задач и достижения конкретной цели, да, то есть цель не вот все пишут общие цели, если посмотрите, боже мой, даже взрослые люди пишут целые научные работы по целям. Следующий. Следующий. Вот, то есть получается очень важно, что концепция всегда проекта, мы меняем, смотрите, проект на улучшение, да, то есть как бы в начале. Ну, то есть это уже есть, например, как вариант, и вы предлагаете процессы какие-то улучшения. Ну, например, Дом культуры, он есть. Мероприятия там для 14-летних тоже проводятся, но нету тех, которые хотят ребята. И вы предлагаете проект на улучшение, и он тогда будет, можно следующий. А есть проект, то есть как бы на развитие, да. Например, вы улучшили,
вот как раз. А теперь развитие-то какое? Помните, сразу у нас Светка здесь? Как, по интересам уже, да, то есть как бы там вы уже не одна, то есть в команде, а уже целая, то есть как бы, и самое главное, не бойтесь отдавать. Очень важно прорабатывать внутренний свой мир в части того, что я тут главная, я это придумала, это мой проект, теперь вы мне всю жизнь должны быть благодарны. Нет, отпускайте. То есть ваш сосуд наполнился, отдавайте. Придут следующие, то есть как бы отдавайте, потому что, значит, вы для чего-то предназначены больше, да, то есть как бы не огорчайтесь. Мы очень часто огорчаемся, что нашу идею украли, нашу идею, то есть как бы, то есть неблагодарные оказались наша команда, но давайте честно, значит, вы где-то поступили тоже с ними нечестно и нечестно обозначили свой интерес. Поэтому я всегда задаю вопрос, когда ко мне приходят волонтеры, взрослые люди, мы начинаем работать, я спрашиваю, какая у вас мотивация? Что вы хотите от нас, да, то есть мы занимаемся менеджментом качества, да, то есть как бы система менеджмента качества, и я всегда говорю, то есть если вы хотите стать консультантом, да, или вовлекаетесь в вот новое направление, более детально, я спрашиваю, какая у вас личная мотивация, и я приветствую, когда мне люди открыто говорят, вы знаете, нам интересна эта тема, мы хотим ее глубже изучить, и мы хотим потом в дальнейшем на этом зарабатывать, стать консультантами, и это нормально. То есть я понимаю, что человек сейчас инвестирует в себя, помогая в том числе нашей как бы инфраструктурной организации, в том числе, да, то есть как бы и мы вместе развиваемся. И со временем и человек этот сможет зарабатывать. То есть как бы, но у него четкая цель, то есть как бы, что я планирую там вот на своей территории стать консультантом по этому направлению, быть востребованным и получать доход. Почему нет? То есть, как бы это тоже нормально. То есть, как бы, вот. Поэтому очень важно, чтобы вы честно сами были честны перед своей командой. И самое главное, чтобы команда тоже потом отпускайте. То есть, прорабатывайте вот эти риски, когда вас подвели все. Ну, значит, не честны были, когда набирали команду. Ага, то есть, да-да-да, тут... Так, это я уже, подождите, вот. Нет, 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 не да. Можно назад? Подождите, назад. Ага, да-да-да, все, 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 еще. Мгм. Ну, мы видим, да, самое главное сейчас, смотрите, это количественное, это понятно, что количественное, сколько мероприятий проведете, сколько человек примут участие, да, то есть как бы это все количественные результаты. Сколько там проектов выпустите, да, то есть планируете по итогу. А есть еще качественные. То есть, ну, ведь можно нашлепать проектов десяток, и это будет, ну, что-то такое неинтересное, невкусное, и в итоге там, ну, эффекта будет иметь ноль. Ну, вот как тот, да, то есть все вроде зашли, там все замотивированы, там пятое, десятое. Вот. А еще лучше, чтобы замерить качественные результаты, что нужно делать? Ну-ка, подскажите мне. На входе собирать. Конечно. Вот вы взяли, например, к вам приходит, например, человек и говорит, ой, да ничему я у тебя не научился, ничему ты мне, то есть как бы и не дал-то. А вы на входе берете у него анкету, в которой спрашиваете, какими навыками он обладает. Сколько у него там социальных связей, контактов, например, из каких регионов. Он пишет, 0 регионов, ни с кем не общаюсь. У меня там 3 контакта, ну там мама, папа, ну условно, то есть как бы. По итогу, например, он говорит, или там, какие, знаешь, там полезные ссылки на образовательные там компании, да, то есть как бы, ну где там, какие курсы, прям прикрепляй ссылки. И все, вы эту анкетку забираете. По итогу, по реализации ваших мероприятий, когда все закончилось, всего проекта, вы берете его опять анкетируете и узнаете. Он говорит, классно, мы познакомились, у меня теперь 10 новых контактов. У меня, я знаю теперь о 3 ключевых форумах, которые для себя выбрал, то есть как бы я понял направление, то есть в котором хочу развиваться, то есть как бы и узнавать еще больше.
И вы понимаете, и вы видите вот этот качественный, то есть результат. Но его нужно, прежде чем его замерять, то есть на выходе, его нужно на входе замерить. Вспоминаем в начальной школе, ну, по крайней мере, у нас это точно было, когда что? Когда нам показывают... так. Ага, ну пусть будет здесь. Когда нам показывают, помните, особенно, знаете, когда начальную школу, когда заканчиваем, и нам достают листочки, как мы писали раньше. Достают же, да, типа забирайте ваши рисунки, забирайте ваши, то есть как бы как раз каляки-маляки ваши, и ты такой думаешь, ого, ты писал как, то есть так смешно, и мы начинаем все смеяться, да, то есть вот, и это же вот она оценка вот этого изменения, да, то есть как бы, и школа-то вот она, я знал вот это, а по итогу узнал вот это. Столько, да, то есть как бы, и это качественные изменения, поэтому вам очень важно, сейчас на это делается огромный акцент. Если еще там даже несколько лет назад было больше направлено, так, давайте больше охват, давайте всем размажем, то есть, как говорится, каждой сестре по серге, то есть, как бы, да, дадим, а что там с ними поменяется, непонятно, да, потому что, ну, сейчас даже есть, многие люди говорят, даже с ОВЗ. А мы не понимаем, куда обращаться. Вроде столько НКО, столько денег выделяется. Куда обращаться? Правда, вот, ну даже вот у вас, ну, есть же окружение, кто люди с ОВЗ, например. Они знают, какие организации НКО есть, которые работают? Вот, ну вот я и говорю, даже если они знают, они не понимают, а с чем я могу к ним обратиться? Да? Ну, то есть мне по какой просьбе? А зачем я буду туда? А если мне еще резко ответили, так я вообще никогда в жизни, и у меня крест будет на всем секторе НКО, и будет какой-то, знаете, агрессия еще наоборот. А надо их знакомить. Наоборот, учить некоммерческий сектор в том числе, я вам хочу сказать, потому что он, извините, тоже формируется. И они тоже, вы как потребители, то есть как бы должны тоже формировать услугу, да, то есть мы же потребители формируем, то есть как бы новое направление. Запишите себе социальная экономика. Мгм. Это немножечко формула, ту, которую я бы вам рекомендовала. То есть цель всегда одна в проекте. Задач рекомендую, но больше 3 нежелательно. Задачи – это глагол. То есть ставим их в глаголе, да, то есть как бы сделать, да, организовать, провести, то есть как бы создать, то есть он должен не в прилагательном быть, а в глаголах, то есть как бы под каждую задачу не менее от 3 до 5 мероприятий. Под каждое мероприятие мы ищем ресурсы. Вот я смотрю, вот когда проверяем заявки, мы смотрим, так, мероприятие образовательное. Я смотрю, где они будут проводить ее? Смотрю, думаю, а у них есть кто будет проводить? А у них ни в команде, ни приглашенного, то есть как бы тренера нет. Как они будут его проводить? Все, нарушается. Смотрю, а где они будут проводить? То есть как бы есть какой-то, ну, например, Zoom, да, то есть закупленный. Они написали, что в онлайне, а как они в онлайне будут проводить? А может быть, они будут через Инстаграм прямую трансляцию? А почему я должна догадываться? Они не написали, и я тогда пишу, извините, я не понимаю, как будут через какие источники ресурсы будут транслироваться онлайн информация. Извините, я знаю, что Zoom стоит, а вы, например, говорите, а мне Zoom даст школа. А где письмо поддержки, что вам Zoom даст школа? То есть она их приобрела, например, или webinar.ru, да, то есть как бы есть тоже платформа, которая... Так, может быть, вам в грант сразу нужно заложить тогда платформу, почему я вам сказала? Дальше, практикум. А где принесут материалы проводить? Вы написали, например, будет у нас там, мы будем изготавливать, ну, не знаю, из каких-то там хендмейд какой-то, да, то есть как бы, а где они, материала никакого, ни партнеры не дали, не закупают они ничего, просто написали, что они будут делать мастер-класс. Вообще не понимаю, то есть, да, где будет. Нету ресурсов. Дальше, стажировки, то есть, а где у них партнеры? То есть они даже не взяли партнерство, ну, например, можно же сразу продумать и позвонить в любой регион и сказать, слушайте, мы тут пишем проект, если мы выиграем, вы можете, то есть, принять участие? Вот, например, я сейчас онлайн-проект писала, и у меня 5 регионов дали письма поддержки в части того, чтобы они готовы принять участие.
То есть, как бы, понимаете, это говорит о том, что я уже с регионами, ну, скажем так, проработала. Кто вам мешает хотя бы письмо поддержки с одним регионом, что вы точно с ним выйдете на встречу и организуетесь какой-то, вот эту коллаборацию межрегиональную? Классно. Или, например, между улусами у вас. Не обязательно, то есть, или в одном улусе у вас, но у вас сколько поселений? Нет, поселений. В- Поселений, да, в улусе. Наслегов сколько? 3 наслега всего? Такого не может быть, у вас много наслегов всегда же. Да. А в районе еще сколько ты? Вот я говорю, а там много, а они не коммуницируют между собой. Вы далекие, да, северные? А, понятно. Ну, значит, у вас, да, у вас 3. Тогда вопрос, а все 3 вот хотя бы возьмите. Вот. А хорошо, теперь берете рядом улусы, которые арктические тоже. Раз, вот, видите, молодцы, то есть как бы. Вот, ну, это критерии, по которым оцениваются как раз заявки, да, то есть как бы актуальность и социальная значимость мы с вами уже поняли, да, то есть что это нужно актуальность, это тогда или опросы, или, то есть как бы какие-то ссылки уже есть, ну, то есть или письмо поддержки, где вам глава пишет, что действительно на самом деле для молодежи нет сейчас таких, есть запрос, но нет ресурсов, то есть как бы это очень востребовано и нужно, необходимо, да, то есть как бы, или ваш главврач, да, то есть как бы она пишет, что действительно есть социальная напряженность для принятия, то есть как бы и нам важно, чтобы вот эта медиация была, то есть как бы и вы создаете волонтеров-медиаторов, которые работают и конфликты снимают, и она понимает, что она снимает нагрузку на своих медиков, то есть и медики ей благодарны, и люди благодарны, понимаете как, то есть как бы здесь достаточно даже вот этого административного письма одного, может быть, и не надо социологическое исследование, будет письмо поддержки, но с конкретной проблематикой, да, то есть как бы реализуемость проекта, да, то есть, ну, это адекватно, насколько он действительно соответствует, что он будет реализован, да, то есть как бы проект. Опыт и компетенции команды, то есть смотрим по образовательному, значит, кто-то должен уже иметь опыт проведения, да, то есть как бы или приглашаете наставника какого-то, да, который будет вас направлять. Смотрите, то есть как бы если это практикум, хотя бы ребята, кто-то, два, две, три мастерицы, которые могут, да, то есть как бы, ребят, проверяем, да, СММ, кто сообщение, то есть как бы информационкой занимается, кто, то есть как бы человек, да, с какими навыками, то есть как бы есть, вот, и соответственно, получается, ресурсы какие нужны, то есть как бы тоже здесь все прописываем, то есть как бы проект должен по-хорошему прописываться на на весь бюджет. То есть ваша задача весь бюджет формировать. Вот он проект, вот оно у вас мероприятие, и пошел бюджет. И вы понимаете, здесь у нас, например, собственные ресурсы, ну, собственно, это через партнерские в том числе. И понимаем, что помещение нам на 3 месяца даст Дом культуры, а Дом культуры сколько? Ну, например, они говорят, 1000 рублей час аренды, например, то есть как бы, да, я просто, может, это больше гораздо, но они приблизительно, здесь не надо пока отчитываться, то есть как бы тут приблизительно, а вы понимаете, что вы возьмете условно там 50 часов, да, или 100 часов, а это значит будет целых 100 тысяч, бюджет, ну, то есть софинансирование. Это помещение, то есть как бы где будет. Понимаете, платформа Zoom, она где будет? Вам говорите, так, Zoom, а Zoom нам никто не даст, сейчас все работают в Zoom, нам нужен свой, тем более нам записи надо сохранять. Мы возьмем на полгода и понимаем, что на полгода это будет стоить там 6000 рублей, а нам нужна эта запрашиваемая сумма, нам его приобрести надо Zoom, да, то есть как бы, или вебинар.ру, то есть как бы в зависимости какое, то есть как бы, да. Слушайте, ну, по-моему, это без проблем там мы отчитывались, то есть как бы на Zoom. Я не скажу сейчас, Лень, то есть вот по Zoom, да, надо посмотреть. Я могу уточнить этот вопрос. Ну, можете вебинар.ру брать. То есть как бы можете вместо Zoom, да, вебинар.ру. Ну,
Мгм. Ну, вот тогда, тогда смотрите, тогда надо смотреть вебинар.ру, да, то есть как бы здесь как раз многие вот коллеги, ну, скажем так, пользуются и очень довольны, то есть как бы вебинаром.ру. Смотрите, то есть как бы, может быть, есть такая возможность. Вот, вы ставите вебинар.ру. Дальше вы понимаете, что вам нужны три, то есть как бы СММщик, только, ну, один, например, СММщик, кто, который СММ занимается. А, Сколько вообще СММщик берет? Ну, то есть, например, 20-25, да, вам нужно на 3 месяца, понимаете. Вы можете, ну, то есть, как бы, смотрите, СММщик может быть в команде, например, потому что вы понимаете, что вам нужно закупить материалы пока, да, то есть, как бы, и вы договариваетесь, слушай, вот смотри, на самом деле 20 тысяч, ну, то есть, как бы, СММщик, можешь ли ты, ну, скажем так, стать членом команды, запишешь себе в копилку этот проект «Социальный капитал», вот, и ты, например, записав, то есть как бы в этот социальный капитал, можешь ли ты, скажем так, ну, сколько там получается, если 20 тысяч, 6, 120, да, твой вклад в этот проект, это он вложил, то есть как бы это собственный, ну, то есть как бы по сути он не берет с вас ничего. То есть он член команды становится, да, и понимает, что я, ну, по сути, я уже жертвователь, то есть как бы я человек, который благотворитель, вношу своим пробона профессиональной деятельностью, вношу, то есть как бы вот этот вклад. Понятно? Или, например, дальше, то есть как бы вы понимаете, что вам нужен все равно тренер вот по тем же креативным индустриям. И он говорит, да, там, я там за 20 тысяч, там, ну, дальше уж как наторгуетесь, да, с ним, то есть как бы договоритесь за 20, за 40 или пробона. Ну, например, он говорит, нет, я в онлайне с вами за 40 тысяч проведу, то есть как бы вы говорите, с налогами, самозанятый, он говорит, да, с налогами, ИП, самозанятый, то есть как бы, да, там, вот. И вы тогда берете, здесь закладываете 40 тысяч, это запрашиваемая сумма. Потом вы понимаете, что вам нужно материал, да, то есть как бы приобрести. Расходники, да, считаете, описываете. А самая очень важная составляющая – не тратим время на описание. Сами придумаем, ну, пусть… Я говорю, не надо детализировать слишком, но и не надо, ну, скажем так, игнорировать и не писать комментарии. Это прям вообще чревато. Особенно если запрашиваете оборудование. Но вы говорите, нам нужно, ну, например, та же лампа, да, чтобы снимать в Инстаграм, выходить в прямые эфиры, или, то есть, как бы записывать какие-то видеоуроки, чтобы можно было. Вы понимаете, что вам нужно вот это оборудование. Сколько, Леня, вот скажите, сколько вот эта камера стоит, то есть, как бы ноутбук примерно, то есть, ну, чтобы вот оборудование это, 1150? Вот, вы тогда описываете, да, то есть, как бы комплект для видеосъемки, конференции и так далее. И понимаете, что запрашиваете, но там в деталь написано, что сюда, может быть, почему вот здесь лучше вот так укрупнить, потому что по факту получится тогда, вы можете, ну, здесь уже, скажем так, ориентироваться, да, вот тут вы детально просто описывать будете, без сумм, но, например, писать, что ноутбук сюда войдет, камера войдет, сюда войдет там микрофон, да, то есть наушники и так далее, это там лампа, да, то есть это будет все входить в один. Почему? Потому что с учетом, опять риски просчитываем, а цена поднялась. Ну, значит, когда вы делаете смету, риски будете считать, цена поднялась, лучше процентов 7 сверху заложить за счет инфляции, да, то есть 7-10% чуть-чуть дороже, потому что это может сыграть в зависимости, когда придет поставка, вам нужно оплатить. Вот, и так формируется вся смета. Тут запрашиваю. Понятно вот этот вот формат? Ну, реалистичность бюджета, понятно, что нужно прописывать, что он должен быть реальным. Масштаб реализации проекта. Здесь имеется в виду, не обязательно, масштаб может заключаться в том числе в информационном освещении. Понимаете? Здесь очень важно, что вы готовы потратить время на вот эту информационную повестку, то есть как бы, да, активно ее, то есть как бы распространять, рассказывать, просить там родителей, чтобы они там писали в своих социальных сетях. И самое главное, определяете хэштеги, и потом по ним собираете какой, да, сколько у вас просмотров и так далее и тому подобное. Очень важно, смотрите, информационная открытость. Ваши странички, у команды они должны быть открыты. То есть это прям стратегическая ошибка.
Извините, вы зачем мне указали в заявке вашу ссылку, когда она, ну, то есть как бы Инстаграм человека, когда у него закрытый аккаунт ВКонтакте, закрытый аккаунт в Инстаграм, ну, извините, я даже не могу, ну, то есть как бы я даже не могу оценить. А ваши лидеры уж тем более, если вы когда подаете, и вдруг он закрыт, извините, сразу балл может быть снижен. Дальше смотрим содержание. А что вы там публикуете? Только цветочки, кошечки, собачки? Здравствуйте, лидеры. То есть, как бы, ну, если вы говорите, что вы, тогда уже начинайте какую-то там повестку. А слушайте, ребята, вот я узнала о новой информации, то есть на вас же подписаны, и многие такие, так напишите, вот, например, ребята, кто Планета.ру, кто поддержал какой проект, давайте, то есть, как бы узнаем. Информационная повестка? Информационную. Ребят, а кто в АИСе зарегистрирован, то есть Росмолодежь? Кто-то есть, то есть как бы будьте вот такими, то есть как бы провайдерами, как говорится, да, проводниками. Ребят, а кто-нибудь, то есть как бы полезную информацию, где там новости, какие узнал там, когда там IT-форум, кто-нибудь знает, где будет? Люди даже если не знают, а кто куда поехать хочет, то есть как бы, да, куда попутешествовать, а кто внутри России где путешествовал, расскажите. Ну, то есть это же интересно, правильно? То есть как бы, и ты начинаешь фокусироваться, мы же уже фокусируемся на полезной информации. А где ее можно, то есть как бы найти, а где какие курсы? А на вас же тоже люди ориентируются, то есть как бы, и они на вас подписаны. Поэтому, и, конечно, мы вас видим в лидерах изменений, да, что и готовы финансировать, бюджет, да, готов финансировать, потому что вы как раз измените, меняете ситуацию. Теперь возвращаемся, смотрим свои социальные сети, меняем стратегию на 22 год, пишем одно из заданий. То есть, правильно, да? То есть как бы оп, и все поменялось. То есть как бы вот. Ну, конечно, про результаты мы уже говорили, с вами не будем останавливаться. Ну и, конечно, перспектива, потенциал проекта на его развитие. Но мы тоже об этом уже обсуждали и проговаривали с вами. Потому что, решив, например, отпилотировав такую практику на одном учреждении медицинском, его можно тиражировать потом еще на каком-то? Можно. А можно потом на всю Россию как лучшую практику объявить? Можно, поверьте мне. Поэтому там такой кладезь просто огромнейший. Вот вы, вроде кажется, такие молодые, с такими маленькими суммами, вы реально глыбы меняете, сдвигаете, то есть как бы меняете этот мир. И если вам кажется, что вы можете сделать, есть же такая песчинка, то есть как бы ничего не... Да можете, коллеги, и вы тоже, которые нас сейчас слушают в интернете, то есть как бы тоже можете. Смотрите, здесь про креативную индустрию, я не буду на них останавливаться, да, то есть как бы вы поизучаете, посмотрите, у вас есть региональная концепция, то есть вам нужно ее просто достать, пишите задание себе, достать концепцию по креативной индустрии Республики Саха-Якутия. Конечно, и раньше, чем в России было принято. Вот, смотрите, потому что важно, смотрите, 5К, которые, то есть как бы вообще ваша концепция должна быть. Это креативность, это новые подходы, да, то есть которые, это компетенции, которые вы должны наращивать и, как говорится, все больше и больше их капитализировать. Это коммуникации, то есть важно, чтобы вы коммуницировали, не закрывайтесь, сейчас коммуникации наше все, то есть это прям новая специализация, я вам хочу сказать. Кто умеет коммуницировать, партнериться, сотрудничать. И самое ценное – это как раз телефонные контакты и, самое главное, эмпатия. Если вы расположили себя, давайте, чтобы вас запомнили. Вот есть у нас женщины, которые ходят в шляпках только. Ну, понимаете, или женщина, которая с большим бантом, вот есть такая большой бант, и ты знаешь, что ты всегда ориентируешься. Вот, а у вас какая фишка, чтобы вас запомнили? Вот представьте, вас 300-200 человек, где-то вы появляетесь, и приходит какой-то спикер, чтобы вот в чем, то есть, как бы вы должны быть одеты? Как вы должны привлечь к себе внимание? Но подождите, то есть как бы да, ну то есть как бы да, отлично, это тоже один из, ну как бы таких запоминающихся элементов. А что еще может быть? Потому что, а?
Запахи, а что еще? Ну, то есть вот продумайте, посмотрите, кто чем, то есть как бы отличается, да, какими особенностями. То есть у вас должна быть какая-то фишка. Я не знаю, ее нужно просто продумать, чтобы она откликалась вам в душе, чтобы вы не как клоун приходили, да. При том, что клоунада– это очень крутая штука, и я прям вам рекомендую профессиональная клоунада. Я сейчас познакомлю вас с молодым человеком, Русланом Римановцем. Я очень жду, что он приедет когда-нибудь в Якутию, потому что это уникальный молодой человек, 23 года, профессиональный актер театра «Снежное шоу» Славы Полунина, не знаю, слышали или нет. Он выиграл в фонде креативных, фонд как раз культурных инициатив, грант на 3 миллиона. Прекрасный молодой человек, очень эрудированный, потому что настоящие клоуны очень эрудированные люди. Запишите себе «Академия дураков». Почитайте просто, то есть как бы посмотрите там, что есть интересного. Поэтому, конечно, здесь я немножко вам собрала то, что вдохновляет меня, потому что у вас откуда должно все это рождаться, как вы думаете? От насмотренности, да откуда из себя, я же тоже вдохновляюсь, приезжаю, то есть как бы, от насмотренности, конечно, смотрите, настольные игры, есть очень целое сообщество настолок, прям, я считаю, Якутия должна зажечь, то есть как бы по настольным играм, при том, что каких-то, есть такие настолки, где нужно раскрашивать сейчас, вначале героев, прям вот, у меня взрослые люди, которым по 30 лет, это серьезные люди, которые занимаются, ну, скажем так, настольными играми, да, и они играют, семьями играют внутри семьи, играют с друзьями, они целые, то есть они покупают краски, они разрисовывают их там, целый герой, там, ну, такая, не знаю, это очень интересно. Я думаю, что Якутия здесь точно должна зажечь, поэтому сообщество есть, вам нужно туда погрузиться. Перемен требуют наши сердца, это для школьников, тоже учительница-педагог, да, разработала игры, которые на переменах играют ребята. Понимаете? Можно же подружиться, вам пришлют эти игры, кто вам мешает просто связаться? Там есть контакты, смотрите, вот эти скрепочки, можно туда заходить. Я вам рекомендую создать свою такую базу. Потому что куда вы будете заходить, смотреть, вдохновляться проектами, создавайте свою такую базу. И тогда вы поймете, вам будет проще ребятам объяснять, они будут тоже пополнять, они скажут, ой, а мне вот это, вот про Руслана как раз, да, то есть вот поэтическое шоу «Бумажные губы», это профессиональные актеры, где ходят в бары, они выступают в барах, классика в барах, это вообще тоже интересный подход такой, своеобразный, не все профессионалы там откликаются и говорят, ой, ерунда какая-то, но с другой стороны, извините, они тоже касаются целевых групп определенных, да, которые не ходят в театры, вот, но тем не менее знакомятся с классиками, и это прям прорыв бывает. Доноры творчества, это волонтеры культуры, с Гульфией, думаю, тоже можете познакомиться. Креативные кластеры, посмотрите, то есть как бы зайдите на Каменку, зайдите на кластер Свободы 2, да, то есть как бы на вокзалку. Почему? Потому что, смотрите, если вы зайдете на вот эти вот кластеры, да, то есть их на самом деле очень много креативных кластеров, вы погрузитесь в мероприятия, которые там проходят. Берите оттуда название, берите оттуда содержание. Может, кто-то вас вдохновит, знакомиться будете с людьми, то есть как бы это прям огромная Будете в Санкт-Петербурге, welcome в планетарий номер 1, то есть газгольдерные, где и как самая маленькая библиотека, музей эмоций, планетарий, в коворкинге, то есть как бы такого формата, когда можно поиграть на фортепиано и так далее и тому подобное. То есть постарайтесь посещать такие мероприятия даже в онлайне, знакомьте ребят, то есть как бы с этим. Вот, ну и ряд других проектов, да, которые вот ссылочки я указала. Еще раз повторюсь, делайте, чтобы, видите, онлайн-квартирник. Ну, кто мешает онлайн-квартирник даже вам делать? То есть, как бы, посмотрите, как ребята делали. То есть, как бы, называется, они, кстати, его сделали в рамках пандемии, называется «Ссылка» она. Ну, прикольно, понимаете? А другой выиграл проект у нас, Саша есть прекрасный молодой человек, тоже эксперт Росмолодежи. Проект называется, он их консультировал, просто «И к селу, и к городу». Понимаете? Ну, то есть, как бы, вроде игра слов «И к селу, и к городу», но это прикольно, то есть, как бы, ищите вот эти вкусные названия, но для этого вам нужна насмотренность.
пока вы не будете, у вас этой насмотренности, к сожалению, вы будете делать очень, ну, примитивно, скажем так, да, не потому что вы плохие, потому что я же тоже откуда, я же не, извините, не проснулась и стала такой, оп, и я все знаю. Да нет, девочки, 7 мальчики, 7 лет, это просто пахота, как говорится, да, вот если зайдете, никто не понимает, почему я вечно, говорит, Жанна, где ты живешь? Мы не можем понять, потому что я сейчас прилечу от вас, Якутии, я полечу в Благовещенск. Прилечу с Благовещенска, даже в аэропорту поменяю самолет и улечу в Северную Осетию. Понимаете? И, конечно, я всегда приезжаю на территорию, говорю, а покажите, а людей мне покажите, а проекты покажите, а покажите. То есть у меня вот это любопытство, да, то есть от того, что у вас новенького, что интересного, что классного есть у вас. Технологии. Цифровые технологии ну давайте так, мир меняется очень сильно, кардинально, и поэтому инновации детям, посмотрите, поставить даже в больнице. Занятия с детишками, чтобы пока они играют, это очень крутая штука. Зайдите, не буду сейчас погружаться, да, 5 минут осталось, я вижу, уже тороплюсь. Зайдите инновации детям, посмотрите, что они предлагают. Это уже цифровые решения, и это не только они. Сейчас много есть цифровых решений, значит, что нужно? Мониторинг, собрать базу по инновациям. Понятно? Что еще дальше немножечко? Смотрите, по развитию, то есть нам придется в любом случае вот прям 30 минут себе поставить, вот прям напишите в 100 своих желаний, 30 минут, это как, знаете, как почистил зубы, как позавтракать, как, не знаю, там, если зарядку делаете, то отлично, как зарядку, чтобы 30 минут на изучение нового материала. Прям каждый день, представляете, если вы в день будете по одному кейсу находить, смотреть, у вас за месяц сколько будет? 30 кейсов. Даже риски понимаем, что каждый день не смогу, но 20 смогу, да? 20 кейсов. За год это сколько будет у вас кейсов, вы будете знать? Конкретно сколько? Много, не конкретно. Сколько будет? Представляете, 240 кейсов вы будете знать. Представляете? То есть, как бы, это же как круто. А если дать еще ребятам вашим, которым, давай ты базу, ты, представляете, вы 1000-ную базу составите проектов. Да вы просто взлетите, то есть, как бы, учитесь и развивайтесь. Смотрите, здесь просто заходим, смотрим, изучаем, пишем желание, принимать участие, то есть как бы, вот, например, поехать в Сенеж. Хотите в Сенеж поехать? А вот для начала, вот узнать, а потом захотеть это. Короче, изучаем. Здесь материал для вас подобран, при том, что вашими коллегами фонд целевого капитала, да, то есть как бы будущих поколений, то есть вот, и, да, правильно я назвала его? Вот, целевой фонд будущих поколений, да. То есть это коллеги как раз оттуда, я, знаете, вот благодаря им взяла, потому что они сделали календарь, а там очень полезные ссылочки, и я вам сюда их скачала, пожалуйста, то есть как бы пользуйтесь ими. Прям вот они есть. Так, ну и что могу сказать? Адаптируйтесь, вы толковые люди. Да, поэтому я надеюсь, что я вас вдохновила, уважаемые коллеги, кто нас слушал в онлайне, я вас тоже как-то замотивировала, вам было понятно. Если есть вопросы, то, Лень, подскажите мне, посмотрите и дайте обратную связь, кто что пишет, спрашивает, чтобы я могла ответить. Да? Отлично. Есть количество повторений подходов, помните, да, когда тренируемся, есть количество, я же говорю, мы все говорим об одном и том же, просто не всегда мы готовы к этому, или нужны этапы определенные, да, или вот к нам приходят те люди, которые здесь сейчас нужны. Инстаграм, который я указала, можете подписаться, можете писать директ, не стесняться, то есть если кто-то нужен, какой-то регион нужен, или практика какая-то, с большим удовольствием, ну, даже вдруг сразу не отвечаю, то всегда потом отвечу, то есть как бы не переживайте.
переживайте. Поэтому спасибо вам за теплые слова, вот. Спасибо, что вы пришли, но самое главное, я жду результата, я хочу быть тоже вашим амбассадором, вот, и вы можете становиться, вот те компании, которые, тех проектов, которые я вам отметила, 90% я сама лично посещаю эти учреждения, знакома лично с руководителями, да, то есть как бы, которые я выделила, и, конечно, я являюсь амбассадором, то есть как бы этих проектов, этих пространств, потому что я просто в них влюблена и вижу, боже мой, как это круто, как это классно, и мне очень хочется, чтобы, конечно, Якутия тоже быстрее развивалась, на мой взгляд, она достаточно передовая, и у вас есть все возможности и все ресурсы, теперь только все в ваших руках. Наша задача передать, оперативно доставить информацию, вам внедрять и, конечно, пользоваться ресурсами, партнерство. Помните, самый важный капитал – это люди. Контакты. Будьте охотниками за контактами. Это эмпатия. Значит, что? Держим конфетки в руках, какие-то презентики. Как вы знакомитесь? Как подойти к девушке? Здравствуйте. Вы вот конфет. Можно же шоколадные конфетки набрал, то есть, да, и пошел знакомиться. Откликается человек тебе по эмпатии? Заговорили, контакт взяли. Угу. Да? Вообще классно. Все, супер, успехов вам. Наставник, просто спрашивайте. Вот смотрите, я еще раз говорю, Вселенная всегда отвечает на запросы. Риски. Вы просто будете, вы будете с кем-то разговаривать, диалог вести. И вам, вот, например, Леня, он же раз и встал, сказал, подождите, а риски по отчетам, то есть как бы на Zoom, сразу раз к риск, вы в следующий раз уточните, я тоже, кстати, Леня, спасибо большое, уточню, да, то есть как бы, а как отчитываться за Zoom, то есть как бы, да, примут, не примут эти отчеты, то есть как бы вопросик. И, то есть вы проговариваете, больше говорите об этом. Чем больше говорите, тем у нас есть такое понятие очень ошибочное – я буду говорить о своем проекте, меня все украдут. Вы знаете, вот, ну, как думаете, так и произойдет, реально украдут. А больше могу сказать, уже все украли. То есть, поэтому, ну, то есть, на самом деле, просто-напросто повторяйте, то есть это сейчас приветствуется, тиражирование, то есть берите практику какую-то, да, то есть берите. Самое главное, что-нибудь делайте. И делайте даже маленькими шагами, для маленькой территории, для маленького дома, для одного подъезда, для одной группы, то есть как бы просто что-то делайте, девчонки. То есть как бы вот так, ну, скажу. Спасибо всем огромное, надеюсь, что я была полезна. С уважением и любовью, ваша Жанна Котова. Да. Да.